года, 18 часов 1 минута по Берлину и 19 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас идет на YouTube-канале Реалити и в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы и давайте принимать участие в информационном освещении. Так, сегодняшний стрим я свой назвал «Россия в огне, снова горит НПЗ в Туапсе». Об этом и многом другом давайте мы поговорим. Ну и вначале, начиная наш стрим, новости. В ночь на 20 апреля 2026 года, второй раз уже за неделю, украинские беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. В результате в резервном парке НПЗ вспыхнул крупный пожар, горят емкости с нефтью и нефтепродуктами. По данным губернатора Краснодарского края, погиб 1 человек и еще 1 получил ранение. Обломками повреждены здания и газовая труба. Предыдущий пожар после атаки 16 апреля тушили несколько дней и ликвидировали только 19 апреля, то есть только вчера потушили. Новый удар случился почти сразу после этого. Очевидцы публикуют видео, фото сильного дыма и пламени и так далее. Очень мощный такой пожар, который просто закрывает все небо Туапсе. Ну что ж, вы, наверное, все видели видеоролик, где... Сейчас я вам дам его послушать. Где Джохар Дудаев говорит, что тут случилось у меня в ТикТоке. Какая-то напасть. Сейчас, 1 секунду. Внимание. В пользу России. В пользу России. Если русские не опомнятся, хотя бы оберегая себя от трагедии войны, то им пора задуматься, что красный петух войны войдет и в дом. Войдет. И будут гореть российские города, если не опомнятся. Когда я раньше говорил, что будет гореть земля под ногами агрессора, журналисты так скептически комментировали, вроде Дудаев сделал заявление, а земля так и не горит. Якобы там оппозиционные уголовные силы уже наступают на Грозный. Горело, и земля горела, и броня горела. И еще раз заявляю, не опомнится Россия, будут гореть города синим пламенем. И они сами приводят к своей катастрофе своими собственными руками, поощряя бандитизм своего политического руководства. И в этом Джохар оказался прав. И в этом тоже. И в этом тоже. Так, друзья, Сайти Миндаукаузов. Привет. Шалом, Иркин. Так, для українців Дудаєв герой. Жалко, що ви зараз не з нами. Що він зараз не з нами. Великою людиною він був, і такі люди живуть вічно. Иба Кайка, как-то ник читается, пишется. Да, спасибо большое. Совершенно верно. Знаете, уважаемые,
Нету между нами разницы ни в национальности, ни в религии, ни в чем. Есть только свобода и несвобода. Вот и все. Вот как делятся люди. И Джохар Дудаев принадлежал, как и вы, как я понимаю, к свободным людям. Поэтому вы его понимаете, поэтому он вам не чужой. Как для меня, например, Степан Бандера не чужой, который боролся за свободу свою. Так, здрасте. Ну что, вернулись мы в эфир, скажите, пожалуйста. Так, скажите мне. Вроде восстановились. Да напишите, пожалуйста, YouTube, восстановились мы? Видно нас, слышно? Добрый, Олег, добрый. Никто не пишет мне. Ну, на кто-нибудь, напишите мне в YouTube. Ну, что же вы молчите-то? Я же хочу знать, видите вы меня, не видите. Вроде бы видно. Вроде у меня тут включилось все. Кстати, вчера мне задавали вопрос, вот, Дудь ФСБшник или нет? Ну, вот вам и ответ. Вот вам и ответ. Постоянно наш канал дидосит. Дидосит. Зависает, да, Самбек? Ну вот, бывает. Да, Олег, вы-то видите, ТикТок, видимо, ФСБ боится атаковать, потому что там проблемы будут с Китаем. Поэтому YouTube, на YouTube они смелы. Дуд ФСБшник в итоге. Ну, как ты сделаешь, а как ты вывод, какой бы ты вывод сделал бы, если у тебя миллионник, если ты делаешь каналы, тебе никто, делаешь контент, тебе никто не мешает, тебя никто не блокирует, а наш канал вот 120 тысяч, сколько, 122 тысячи. Вот я тоже так думаю. И нет, я думаю, что да. А как это нет? Что значит нет? А кто, скажите, из них, вот кто и ездит на Россию и сюда в Европу, и там где-то шляется, вот кто из них нет? Кто из них нет? Имеют миллионники каналы и как здорово, внук полицая, говорит. Самса. Мой друг, мой дед воевал во Второй мировой войне. И находился в госпитале раненый в Европе уже где-то, под Германией где-то это было. И ему пришло сообщение, вы едете домой. Он удивился, как это я домой не еду. Я сейчас после фронта к своим товарищам на фронт. Нет, война ваша закончилась, ему сказали. Да, интересно, а что такое? Ему сказали, ну, давай езжай. И поехал он, знаете куда? Не в свою родную Чечению, а поехал в Казахстан. Понимаете? И с фронта раненого, всего в орденах, с 2 высшими образованиями человека отправили за что? Куда? Казахстан, а? За что вы? И ты меня называешь полицаем. Вот, понимаем, мы внуком полицая. Ты моего деда оскорбляешь, на него ложь возводишь. Это во-первых. А во-вторых, какое у вас есть моральное право к нам, чеченцам, что-то предъявлять? Я просто не могу понять. Вы всех наших мужчин отправили на фронт, а женщин, детей и стариков депортировали на вечную ссылку в Казахстан, Среднюю Азию. И после этого у тебя хватает наглости зайти ко мне и говорить, понимаете, такие вещи. Понимаете? Заработал YouTube. Отлично, Самбек, да, я уже вижу. Так.
топ-видеос. Меня спрашивают, а ты ФСБшник? Топ-видеос. И если бы я был бы ФСБшник, меня же не запрещали бы. Меня бы на украинских каналах показывали бы. Меня бы на российских каналах показывали бы. Меня бы не запрещали бы. Мой канал на территории России не запрещали бы. Меня бы ни моих родственников не репрессировали бы. Ты даже не представляешь, какую работу ведется. Но я думаю, что ты сам из этих. Понимаешь? Поэтому мне такие вопросы задаешь. Я, кажется, уже доказал всей своей деятельностью, своей работой принципиальность своей позиции. Смерть тебе, очкарик, говорит. Иван Микунов. Так, Иван. Тебе не кажется Саратовская область, Энгельс зарегистрирован 7 апреля, ну, наверное, отводящий какой-нибудь троллятина. Да. Так все умрем, не волнуйся. И ты сдохнешь, и я умру, не волнуйся. Я обычный человек, ошибаешься. Ну, я не знаю, ты обычный человек или ты тролль галимый, я не знаю. Но ты вопрос такой задаешь человеку, который, я не знаю, огонь и воду уже прошел в этой информационной борьбе. И веры тебе, что ты обычный, нет вообще. Так, что у нас? ТикТок творится. А в ответ тишина. Сейчас, подождите, здесь ТикТок кое-что мы наладим. Так, вроде готово. Все. Сам себе лайк поставил. ТикТок, да. Так, что у нас здесь? Троллятина, как вы здесь поживаете? Пора уже брать Москву в надежные чеченские руки. Старик, как старый карась. Да, кстати говоря, это очень правильная идея. И единственный способ, например, у так называемых кадыровцев, пророссийских чеченцев, сохраниться, скажем так, это, да, реально взять власть в Москве в свои руки. Я не знаю, почему Кадыров. Ну, правда, они тупые, их поэтому такие взяли туда. И других бы туда и не взяли. Они просто не смогут ни создать, ни управлять. А так, если там есть реально какие-нибудь у них образованные, думающие люди, то это их единственный шанс. И сейчас время подходит к тому, чтобы взяли власть в свои руки. Посмотрим, что из этого выйдет. Сомневаюсь, конечно, что они рискнут. Но это было бы правильно.
Алейкум. Валейкум, КМС, ДД, реалити, ас рад тебя слышать и видеть, и слышать в здравом уме и расположение духа. Машвойло, мокш, хлиль, хосан, ваш. Валейкум ассалам. Эрейс хуйль, масу, мокш, меш. Мокш, алил, вайр, хуй, масу. Так. Ну, у нас сегодня опять троллятина. Сейчас я ее отключу. А то они распоясались. Так. Так, ладно, сейчас посмотрим, откуда у нас вот этот топ. Топчик где? Ну и где ты, топчик? Ну, россиянин, да, ясно, россиянин ты. Ладно, пойдем дальше. Асан, когда ты кнопки нажимаешь, то Кремль беспокоится. Да, не говори, Асанбек. Всего лишь просто включаю телефон и начинаю вещать, и все. Они выделяют целых троллей на меня. И эти тролли должны быть мне благодарны. Они за мой счет живут вообще. Я их кормлю, можно сказать, да. Так, Боня с Монако нагнул всю Россию и Кремль испугался. Ну, смотри, Трахаугуд. Для меня всегда бывает очень странным, когда все средства массовой информации здесь, на Западе, начинают одновременно показывать россиян. У меня сразу включается красная лампочка. И как это так? Кто такая? Почему такой ажиотаж, такое внимание? Что она сказала? Она сказала войну остановить. Люди гибнут каждый день. Она про корову рассказала, понимаете? Про коровы. Просто коровы, которые заразились чем-то якобы. Может и заразились. И про там наводнение в Дагестане, например. И в Чечне, кстати, оно тоже было. И как-то странно все, очень подозрительно странно. Хотя Бодня дама симпатичная, ничего не скажешь. Но вот то, что на настоящем времени, ну, BBC, просто раскрутили, так, из ничего тему раздули. Причем она ничего не сказала. Каждый божий день около 1000 русских оккупантов убивают или получают увечья, погибают или получают увечья в Украине. Она про это ни слова не сказала. Причем она там пожаловалась просто своему царю. И все об этом говорят, там, трубят, раскручивают. Я не знаю, для чего это делается. Нас так обманывают все вокруг, что очень трудно в этого все как-то верить с полуслова. Понимаете? Вот какая ситуация, да. И вот из-за этого мы все должны подхватить эту тему и начать говорить, вот там Боня то сделала, Боня все сделала. Не знаю. Иногда кажется, ну может это агенты, да, Запада какие-то, да, ну как-то объяснение должно быть этому. Ну, что они глупые и не понимают, что это Россия сама раскручивает, да, ну что-то там Боня сказала, мало ли кто что-то там сказал. Песков отреагировал, и на Западе об этом начали говорить. Что это такое? Вот непонятно, для чего это делается. И потом у тебя закрадывается такое сомнение в голове. А что они, заодно что ли? Вот смотрите, вот как вам пример. Вот ЧВК Вагнер, да, банда Вагнера, вот эти бандиты. Это путинские бандиты. Попадает в плен Евгений Нужен. Понимаете? Репутация Вагнера, причем сам он сдается добровольно. Он сидел на зоне,
пошел в Вагнер, пошел, сдался. Никакими секретами не располагает, ничего, просто показал человеку. И Украина из него делает такого пропагандистского, такого мощного рупор из него делает пропагандистский. Бутусов есть некий, который сейчас герой, после войны они все будут в медалях. И Бутусов такой его раскручивает, так все так красиво и так далее. И в этом раз мы видим, Евгений Нужен лежит привязанный к шлакоблоку головой скотчем. Его кувалдой, ну, замахивает кувалдой над головой. Ну, фактически убили его, значит, получается. И возникает вопрос, как так получилось, что пропагандистский такой главный рупор, которого сам Бутусов, сами украинцы считают, да, не украинцы, это Бутусов. Он, я думаю, еще много-много будет сюрпризов для украинцев от таких персонажей. И раз происходит чудо, его передают, он оказывается у русских, все, и ЧВК Вагнер может забрать даже человека, которого показывали по телевизору, там раскручивали украинцы. А ЧВК Вагнер российская. ЧВК Вагнер летит куда-то, украинские спецслужбы заманивают их, Червинский об этом рассказывает. Офицер, которого я уважаю, которому я доверяю, он говорит, что они целую операцию провели по выманиванию вот этих бандитов, террористов Вагнера. И каким-то чудесным образом об этой операции, что они в Беларуси находятся, они потом должны сесть в самолет должны перехватить, там их должны пленить, там еще какая-то такая интересная история. Информация поступает русским, и все, и операция отменяется. Украинские спецы возмущены просто до безобразия. Ну как так? Почему именно путинские? А? Почему? Вот ЧВК Кадырова есть такие. Попадает Киргиз Мусиханов. Имя такое, Киргиз у него. Киргиз Мусиханов, чеченец он. Попадает в плен, сам сдается, сапером сдается в плен. Прям есть видео, все у меня есть и на канале есть, и в архивах у меня все это имеется. Я писал об этом много. Сдается Киргиз Мусиханов в плен. Сидит в машине, его никто не заставляет, никто его не бьет, украинцы не бьют, украинцы обычно не бьют никого. Никто его не запугивает, сам он говорит слава Украине, там все такое, он рад, что он жив остался, сдался в плен, рад. К нему приезжает майор, закаевский майор Джамбетов, Хусейн Джамбетов, помните, наверное, такого персонажа. Закаев дал ему майора, там, ну, у Закаева своя, короче, тема. Они приезжают к нему, обманывают его, и его передают России. Это кадыровцы. Это другая ЧВК Путина. Ну, как так получается? Ну, например, Ахмед Закаев. Ахмед Закаев, например, его люди из окружения Ахмеда Закаева, Нашхо Эльдаров, как он представился, по другим данным его зовут Руслан Сулейманов, пытается вербовать за несколько месяцев, это где-то в августе, за полгода, в августе 2021 года, пытается вербовать меня на Россию, на российские спецслужбы, на ГРУ. Задача его отправить меня в Украину, так как у меня много знакомых украинцев, блогеров там и так далее, отправить меня в Украину, и вот, чтобы я вел борьбу против Украины. Фактически. Я об этом говорю, пишу, распространяю информацию. Закаев прилетает спокойно в Украину. Конечно, там его чеченцы не особо жалуют. И 300 тысяч чеченцев он не собрал, как он обещал. Но сам факт. Ну вот как это все объяснить? Вот я не знаю просто этого объяснения. Понимаете? Я фактически публично разоблачил украинцам, рассказывал об этом, что меня пытались к вам отправить и так далее. Нет, Кирилл Буданов там фотографируется, какой-то
У нас есть Оман Си, честь нации, медаль, орден, честь нации. А у Закаева есть Заки Си, Закаевская честь, значит. Вот он ее подарил Зеленскому. Вот странно как-то получается. И таких случаев очень много, полно просто, огромное количество этих случаев. Например, Пригожин идет на Москву. Буданов говорит, да, конечно, на голубом глазу абсолютно нагло лжет сидит. Рассказывает о том, что да, вот мы идем. Например, есть Подоляк такой. Кто такой Подоляк, украинцы? Знаете, кто такой Подоляк? Ну, этот человек говорит, это единственная легитимная власть. Кто такой Подоляк? Откуда он вылез, чтобы утверждать, что это легитимная власть? Представьте себе. А молодые чеченцы, которые это смотрят, они думают, о, да, это, может быть, да, и раз украинцы воюют, значит, они знают, кто есть кто. А мы тоже знаем, мы вот об этом говорим. Ну вот сидит Подоляк, нам рассказывает вот эту. Кто такой Подоляк утверждать это? Ну, я считаю, что здесь очень много странностей в этой войне. Очень много. Путина пытаются оставить у власти. Например, выборы Путина были, да, еще до войны широкомасштабной в Украине. И проходят выборы. И у нас здесь в Берлине выстраивается очередь. Навальный, как все помнят Навального, призывает всех голосовать за Путина и так далее, и так далее. И его признают легитимным Путина. Хотя мы знаем, что в России не было вообще, вот в 91-м, 3-м году, по-моему, единственный раз какие-то там более-менее честные выборы прошли. Больше никаких честных выборов на России не было. Понимаете, там просто сплошная ложь и фальсификация. Но Навальный поддерживает, идите голосуйте, хотя все думающие, адекватные россияне говорят, это полная профанация. Здесь нужен полный только игнор. Показать всему миру, что мы не поддерживаем эти выборы, не поддерживаем Путина. Хотя бы пустыми избирательными участками. Нет. Пошли, проголосовали. Видимость создали, что люди голосуют, какая-то там активность есть. Все, Путин, да, президент, признали Путина. То же самое с Пригожиным. Пригожин пошел на Ростов. Так вот, он же не шел свергать Путина. Он снаряды просил. Понимаете? Он снаряды просил. Он просил свергать Шойгу. Шойгу просил свергать. И в итоге ничего не произошло. Всем было, ну, мне было понятно, что это инсценировка самая настоящая. И все окружение Путина, военное окружение, там, ну, скорее всего, военные, ФСБшники особо не лезут, оно было выявлено. Кто поддержал Пригожина, тот является врагом. Все выявили, по одного посадили, другого там, когда они все на крючке на коррупционном, да, все уже хапуги и военные, и все остальные. Поэтому особо не дергаются. Но раз война, появились новые лидеры, Иванов, по-моему, там какой-то был генерал, его посадили, или не Иванов, не помню. Вот и вот ты вот эти вещи видишь, вот это все фиксируешь, наблюдаешь за этим и понимаешь, что ну просто нас всех дурачат. Всех дурачат. Очень, короче говоря, интересные такие вещи происходят. Ну да ладно. И вот сейчас Боня вылезла. Что-то она там сказала. К Боне никаких претензий нет. Дама симпатичная. Все-таки, по крайней мере, по телефону. А так, не знаю я. Чушь собачья все это, друзья. Нас обманывают со всех сторон, как только могут. Ваша политическая кредо. Всегда, Дэн. Так, Дерез Масаль Нахыров. В Монако в основном там находятся дети чиновников России. Да, конечно. Ясно, интересно.
Почему Лавров повторяет одно и то же, типа в начале в Турции Украина хотела подписать договор, но потом пролетел Джонсон и все отменил. Но сейчас это уже ничего не значит. Значит же, он дебил, все повторяет это. Но Элькин, наверное, он хочет сказать, что Украина подчиняется Британии. Он это, наверное, имеет в виду. Навальный призывает голосовать за Путина. Нет, он призывал идти на выборы. Я, может, оговорился или, может, неправильно выразился. Нет, Навальный не призывал голосовать за Путина. Он призывал идти на выборы. Идти на выборы. Хотя он сам был не допущен и все такое. Кстати говоря, в выборах, например, участвовала Собчак. Она спокойно сюда в Европу приезжает, спокойно путешествует. А как это так получается? А потом обратно она там, может, типа агент, да, так можно подумать, да, там, израильский Моссад, да, и все гремят, Моссад, он все может, там, он все знает, это в арабском мире. Я задаюсь вопросом, а откуда Моссад все знает? Откуда? Фактически еврейских общин не осталось в арабских странах, особенно после того, как Израиль объявил о своей независимости, создал свое государство, многие переехали. Но откуда они тогда знают? Все хотят работать на Моссад, все там готовы продаваться, и никто там, не британская разведка, которая обучала ту же Моссад, и, может быть, они не имеют таких возможностей. А как так получается, что у Моссад такие возможности, что вот все говорят, вот Моссад решает, в России решает, в арабском мире решает. А мне кажется, что они, может, вместе сотрудничают просто. Может, с этим это связано. Ведь мы знаем, что в арабских странах Советский Союз не то что имел агентуру, он имел полную власть. Все верхушка обучалась Международный институт дружбы народов, да, помню, так он называется, под имени Патриса Лумумба. Ну, откуда тогда информация? Кроме как от ФСБ, от ГРУ, только так можно получить эту информацию, там, например, для того же Моссад. И вот эти спецслужбы всех стран, да, и я думаю, Моссад там далеко не главная вообще спецслужба, я думаю, они так на подтанцовках, там, у Ми-6, там, у ЦРУ, еще кого-то. И, ну, знаете, как Кадыров выполняет грязную работу. Помните, как Мерц сказал, они за нас делают грязную работу. Вот приблизительно получается, вот так они, наверное, и делают, как Кадыров делает за Путина грязную работу. Вот так же, в принципе, может быть и так. И вот они ездят туда-сюда, и ты думаешь, а как так получается? Меня террористом объявляют, против меня не просто против родственников пытают, похищают там и так далее. Против моих родственников здесь, в Европе, оказывается воздействие, такое мощное воздействие оказывается. Вы даже, ну я много об этом раньше рассказывал, это, знаете, берется, особенно это, через женщин они воздействуют. Кстати говоря, я выложил видео, как Ефимов, по-моему, зовут, один тоже россиянин, который рассказывает, что давным-давно это уже принято через женщин воздействовать. Вот так они могут воздействовать. В основном через матерей это делается. На Кавказе мать, она святая и так далее. И оказывает воздействие через матерей. Матерей, жен, женщин и так далее. Получается. И возникает очень странное такое непонятное состояние, когда работа ведется по всем фронтам. Через женщин они оказывают влияние, воздействие. Я практически ни с кем не общаюсь уже, ни с кем из своих родственников. Перестал общаться напрочь со всеми, потому что через все оказывают воздействие, люди боятся, люди ведут себя очень странно. Но это даже легче мне на самом деле, это меня очень много освобождает и по времени, и
в голове, да, больше свободен, да, от всех, да. Да, вот такая вот какая-то работа ведется очень странная против нас всех. И этому нету какого-то рационального объяснения. Как так получается? Украинцы сражаются, гибнут. А там какие-то непонятные люди фактически манипулируют украинским обществом. Как это так? Вот то же самое и касается чеченцев. То же самое в отношении нас. Мандерака, добрый вечер. Мелик, приветствую. Бергман, гутен абend. Как-то так. Маршалу, ветеран, маршуэло. Я заметил пропаганду в России. Говорят, что там в Европе демократия, но это типа не работает. Выгоняют российских журналистов, нет свободы слова. Дудь то же самое делает в своих интервью. Ну, не знаю. Очень странно все это, знаете, когда... Ну, просто, знаете, нас стравливают, мы воюем друг с другом, мы убиваем друг друга. А какие-то люди сидят спокойно, делят власть, делят миллиарды. Ну, вот Собчак, например, та же самая. Баллотируется в президенты. Ее папа был мэром. Да, может быть, у нее есть израильский паспорт, она с ним передвигается. И это как-то, наверное, удобно. Но, с другой стороны, Израиль мог бы аннулировать этот паспорт. Ну, допустим, Израиль не будет аннулировать своим, там, она еврейка, да, я так понимаю, и они не будут ей аннулировать паспорт, там, и так далее, и так далее. Ну, например, Франция могла бы не впускать ее к себе. Там, Италия могла бы не впускать ее, ну, и другие. Ну, и как вообще, как и так происходит? Она баллотировалась в президенты, да, всего лишь пропагандистка. Но с таким же успехом ведь другие пропагандисты, там, Симонян, другие, третьи, их тоже блокируют. А эту почему пускают? Вот много вопросов у тебя возникает. Она ездит в оккупированную Ичкерию, и там с Кадыровым его легитимизируют еще в самом начале. Да, может, разведкой она занимается. Может быть, да, работает она там на Моссад или на ФСБ, не знаю, на кого он там работает. Ну, вот эти вещи, много вопросов возникает, и потом ты теряешь доверие, понимаешь? Понимаете, доверие теряешь. А если ты не доверяешь власти, тому, что тебе говорят по телевизору, то у тебя возникает отторжение всего. Думаешь, а что, я дурак, что ли, дам себя так использовать? Вот такие вот интересные вещи. Да, Нетаньяху свободно общается с Путиным. Неужели он не знает, что Россия тоже спонсирует Хамас? Ну, не знаю, насколько свободно он общается. Он прямо говорит, что его связывают с ним давние отношения. И это уже после 7 октября, я это уже неоднократно выкладывал. Да, они вот между собой все общаются, все договариваются. Вот реальный враг Аятолла Хаменеи, мы видели, что с ним сделали. А что с Путиным? Он угрожает, у них ядерное оружие и так далее. Вы думаете, если бы ударить по Кремлю и уничтожить Путина, кто-то другой ответит ядерной бомбой? Неправда. Никто не ответит. Потому что как только он ответит, он сразу же получит еще одну по себе ядерную бомбу. Поэтому все быстро будут договариваться бежать. Но они им нефть дают продавать, там санкции снимают. Сейчас вроде бы, сейчас опять вводят, но уже загруженную нефть как бы разрешили. Вот, знаете, был такой фильм «Жизнь дерьмо», по-моему, извиняюсь, так называется этот фильм. Это два богатых человека, им принадлежит город. Один город им принадлежит. И оба хотят друг друга купить. Кто видел этот фильм, наверное, вспомнит, о чем я. И один из нищих стал богатым, сам разбогател, а другой по наследству, папа богатый, там, ему достались эти деньги. И это, говорит, ты, говорит, из богатеньких, поэтому ты не смог бы, да? Ну, они не продают, каждый не продает свою половину города другому. И тогда они решили заключить пари.
И вот они заключают пари, что ты вот с трущоб каких-то, какой-то там район, какая территория, с этой территории ты, если на этой территории месяц проживешь, без кредитной карты, без своих, такой просто как бомж, 30 дней на улице проживешь, на ногу ему крепят такой датчик, чтобы он не выходил, было видно, что он вышел за зону этого места, этого района. И то он отдает ему эту половину этого своего города, а если нет, то тот ему отдает. И вот они договорились. И тот уже вроде нормально обустроился, этот, который нищим должен прожить 30 дней. И тот нанимает бандюгов и говорит, дайте ему по шее или хотя бы вытолкните его за эту территорию, чтобы нарушение было этого договора. Там сколько-то секунд нужно находиться за территорией этого района, чтобы проиграть спор. И они его бьют, эти бандюги этого поймали, избивают его, избивают. А бандюги не знают, что происходит. Просто надо побить его, там, вытолкать. И этот ползет, он уже весь побитый. Говорит, я просто ногу положу он на эту территорию, где у него датчик на ноге находится. Можно я просто ногу положу? Они его избивают. Он ползет, ползет опять. Опять дайте я ногу просто сюда положу с датчиком этим. Вот приблизительно так же все это и выглядит. Да? Хотя бы ногу поставить, хотя бы чуть-чуть продлить свое влияние. А такие вот интересные вещи происходят. Нетаньяху, Путин и Трамп — это тройной одеколон из совка. Я думаю, Асамбек, знаешь, все-таки они не свободные люди. Ну, не может так быть, чтобы они были абсолютно королями. Да? Да, там у Путина чуть больше власть. И то он, я думаю, ФСБ подчиняется. Он просто альфа-самец, как его назвал американский посол. Просто тот же пес, только альфовский. Доминирующий пес просто. Как-то так. Доброго вечера, бажаю вам здоровья. Всем здоровья. Спасибо, Вадим, взаимно. И вам доброго. Витаю, Холли, вас тоже. Аса, как думаешь, Фицо будет выдвинут импичмент в ближайшее время? Я не знаю, Вадим. Я не знаю. Я не знаю, если честно. Вообще не слежу ни за Фицо. Валейксалам, ламаназ, машволь. Так, витаю, Нирер, витаю. Вот такие вот вещи творятся. В Москве начали задерживать израильтян как врагов союзника России и Ирана, пишут. Не знаю, как задерживают израильтян в России, но то, что для некоторых израильтян Путин и Россия не главный враг, это уже вроде бы
тем более и для Нетаньяху в том числе. Так, Муду вайхал Аслан Жима Телуш Дац вайхал. Дудер Лемонас. Шадега дик Телуш ду. Все отлично, Лемонас. Все лучше. Вот кто мог представить, например, да, когда Джохар Дудаев говорил, что будут пылать российские города 30 лет назад, да, это уже получается, вот время пролетело. Вся моя жизнь. Будь ты проклята, Россия, будь ты проклята. Навеки вечные, чтобы ты была проклята, да, хотя ты и так проклята. Всю мою жизнь, да, испоганила мне, да, еще не только мне, а все поколения наши, да, истребляют. Это у меня еще получше, да, дела, чем у многих. Скоты, да. Кто мог представить, Ламаназ, еще 30 лет назад, когда Джохар Дудаев говорил, что будут пылать российские города, как они будут пылать? У нас не было ни оружия, ни танков, ничего. И мы дрались не на жизнь, а на смерть. И весь мир отвернулся от нас и заискивал с Россией. Сколько там, это выгодно, это национальные интересы, выгодно и так далее говорили. Помните, мы должны там газ покупать, мы там нефть должны покупать, нам очень это нужно. Вот сейчас как Орбан, да, рассказывает, там Украина кровью истекает, а он, да, мне тут нужно нефть продавать, газ покупать, мне надо венгров спасать. А венгры показали, надо их спасать таким образом или нет на выборах, кстати говоря. А теперь просто давайте прикинем, сколько тогда заработала, например, та же Германия, торгуя с Россией. Все она теперь уже отдала, все потеряла. Уже кризис, и каждый год, каждый раз все хуже и хуже становятся дела. Поэтому халиф на час, так сказать, стали на время. Так что Россия пылает, Ламанас. И это, слава богу, да, есть пособники России, но, слава богу, есть очень мощные силы, которые против этой фашистской России. И это радует. И каждый день Россия теряет тысячи убитых бандитов, ранеными, убитыми. И вот такая вот пока ситуация. Пока такая. Так, давайте еще ваш комментарий почитаем, как так это было. Я знаю одно, экономика России почти на грани катастрофы. От Путина начали отворачиваться свои же люди. Военная промышленность работает себе в убыток. Знаешь, Вадим, знаете, Вадим, если так исходить, военная промышленность, она же ничего не производит. Да, она дает рабочие места, выделяются деньги из бюджета, все такое, но это же все расходный материал. Что танки, что дроны, что автоматы, что пистолеты и так далее. Они же ничего не создают, не созидают. Это, знаете, как когда делают такую, да, укол делают в сердце, да, умирающему, чтобы он попробовал адреналин. Вкалывает ему, он раз приходит в себя, кажется, о, ожил. Как один эксперт тут рассказывал, что у России проблемы, экономические проблемы начнутся сперва есть, во-первых, запас жира, они немножко могут подстраховаться, а потом все по нарастающей, и потом резкий обвал произойдет, резкий обвал. И к этому они готовятся. Причем руководство это знает, народ не знает. Народ будет, как обычно, расплачиваться за все войнушки. Ну, в принципе, они поддерживали эти войнушки, поэтому ничего страшного, что они будут за это расплачиваться. Но чтобы не получилось то, что им потом власти придется отвечать перед своим народом, они готовят войнушку. Войнушку на Кавказе, на Южном Кавказе, ну или так называемом Закавказье они готовят. Война должна была развиться именно в ключе войны в Иране.
Иран должен был быть втянут в войну, должна была большая такая заварушка должна была начаться. И после этого туда подтягивали, уже обучают, готовят, он уже Кадыров, вот эти российские бандформирования. Вот их будут. План был такой, они еще его не оставили, этот план, он еще в силе, я так полагаю, действует у них. Но ситуация пока у них такая. Я думаю, да, ситуация критическая, все плохо, у России просто был жирок, запас. И то, что сейчас украинцы бьют по НПЗ, это тоже очень важно. Было бы важнее, конечно, еще по Кремлю били бы, по ФСБ били бы. Но я не призываю, просто констатирую, что нужно было бы по логике вещей. Если посмотреть, как евреи били по Ирану, как американцы били сейчас по Ирану, или евреи в 12-дневной войне били, ну и американцы, и евреи. Поэтому, не знаю, когда реально ты борешься с врагом, бьют по центру принятия силы. Мне так кажется. А так, вот ситуация катастрофическая, но запасы, опять же, есть в России, будет пока не держаться. Но если так время от времени Трамп будет подкидывать им миллиарды, продавая их нефть, то, я думаю, они еще какое-то время продержатся. Ну а так, россияне, даже если будет большой экономический кризис, по идее пострадают простые люди. Особенно, чем беднее, тем больше пострадают. Но это не значит, что власть сменится. Россияне будут есть друг друга, но никогда не посмотрят в сторону своей власти. Вот такая вот у них какая-то странная природа, да? Посмотрим. Почему на часах сзади тебя 24-й год? Я из прошлого. Просто я переместился сегодня. Я не знаю, у меня там сбой какой-то произошел, поэтому я не смог так и переставить это на 26. Спасибо за внимательность. Как ты думаешь, будет ли сменяемость власти в Украине или Зеленский, как и Путин, будет держаться за власть? Ну, пока идет война, Асламбек, я думаю, Зеленский будет оставаться у власти. А как только война закончится, я думаю, в Украине такая мощная сила из военных накоплена, что с ней уже давно считаются. А когда война закончится, они будут очень большую роль, я надеюсь, будут играть большую роль. Я не знаю, как у них все это произойдет, потому что они люди, военные люди в политике неискушенные, их можно легко обмануть, спровоцировать, стравить друг на друга, что у нас было, например, в нашей стране. Поэтому пока Зеленский, пока идет война, Зеленский, он же, опять же, он же в системе находится. Что он может сделать? Ничего не может. Ничего не может. Так, Джохар Мусаевич Дудай был очень дальновидный политик и прекрасный генерал. Он все знал на десятки лет вперед. Даже пьяный Ельцин его сильно боялся и уважал. Ну, конечно, Джохар был очень умный человек и располагал определенной информацией. Но тогда, когда он ее говорил, казалось, что он хочет себя как-то спасти, поэтому он это говорит, и ему не верили. И вот сегодня мы платим за это кровью украинских граждан, девушек, парней, к большому сожалению. Вы представляете, как Чеченская республика могла самостоятельно развиваться без России? В Чечне есть все, нефть и полезные ископаемые. Из нее можно было сделать Дубай. Да, Вадим, абсолютно точно. Чеченская республика Ичкерия, конечно же, самодостаточная. У нас не только есть нефть и другие полезные. Кстати говоря, вся таблица Менделеева у нас на Кавказе, она присутствует в полном просто объеме. Но у нас есть потенциал, человеческий потенциал. Чеченцы очень конкурентоспособны, очень любят добиваться чего-то, индивидуалисты в хорошем смысле этого слова. И да, мы, конечно, стали. А где не свобода, там развиваться очень тяжело. Где не свобода. Вот все, например, кто сейчас, например, у нас в оккупированной Ичкерии,
власть, например, никакого социального лифта, никакого развития не знает. Противно людям идти в оккупационную власть. Многие талантливые, умные, сильные люди, вот как и я, свои 30 лет проживают, наблюдают за всем этим. И вот я тоже не пошел, мне тоже предлагали, и была возможность пойти куда-нибудь там в государственные органы, структуры, во власть куда-нибудь идти работать. Но я не смог себя переосилить, хотя у меня юридическое образование, и всю свою жизнь, детство мечтал стать следователем и так далее, но вынужден был пойти в адвокаты, потому что работать в этой системе, которая убивала мой народ, я не смог бы. Хотя меня пытались завлечь, привлечь, завлечь, зная мои позиции, зная мои взгляды, чтобы меня таким образом, наверное, нейтрализовать хотели. Хотели нейтрализовать, не знаю. Так, давайте дальше. Так Ичкерия развивалась, когда в России был голод. В Ичкерию приезжали, покупали и продукты, и все остальное. Часть талонов, бензин тоже была бесплатна. На каждого жителя хлеб в разы дешевле. Соседи в Ичкерии покупали. Товары завозились из-за границы без пошлин. Да, Асланбек, совершенно верно. Совершенно верно. 3 икса, приветствую тебя. Вот такие вот дела. Ужас. Азамбек, для тебя тоже это новость. Немецкие врачи предупредили об ухудшении медобслуживания и закрытии целых отделений из-за планируемой реформы. Меры, предполагаемые министром здравоохранения ФРГ Ниной Варкин для предотвращения дефицита бюджета государственной системы медстрахования, приведут к тому, что финансирование врачебных практик и больниц в Германии сократится, а ждать приема пациентам придется дольше, предупреждает глава Федерального объединения врачей больничной касс Андреас Гассен. Куда дольше? Куда дольше? Только я, может, с кладбища уже тогда очередь уже попаду. Уже после кладбища, да. Глава немецкой ассоциации больниц Геральд Гасс выразил опасение, что медучреждениям придется увольнять часть врачей и закрывать убыточные отделения, независимо от того, насколько они необходимы в конкретном регионе. До этого Гасс заявлял, что предложенные меры равносильны санкционному государством закрытию больниц. Это мы так к войне готовимся, я так полагаю. Странно это все. Но единственное, на самом деле, очень экономически большой кризис. Вот в той отрасли, где я работаю, тоже очень большие остановки идут. Короче, вот такие вот дела. Такс. Ну, смотрите, вот листаю Facebook ленту, и спокойно Владимир Путин фанс. Владимир Путин фанс. Вот группа в Фейсбуке есть. Фанаты Путина. Ну как это так? Ну давайте Усама бен Ладена тоже сделаем фанатов. Давайте сделаем ИГИЛ, кто у них там был, Багдади сделаем. Давайте их тоже фаны сделаем. Ну вот и все. И вот это складывается мнение, что они нас всех дурят, обманывают. Это же Facebook, это американская платформа. Цукерберг спокойно вещает, спокойно здесь все показывает. Вот, и везде эта пропаганда идет. Вот 6700 лайков поставили этой Путину. Там день рождения, фотография Путина с тортом. Представьте себе.
Ну а как после этого верить в какие-то высшие идеалы, какие-то высшие ценности? И как после этого верить? Ну давайте, значит они заодно тогда. Я только такой вывод могу сделать. По крайней мере, большинство людей именно так и думают. Ну а как по-другому? На всех каналах, куда не зайдешь, все российские пропагандисты. Спокойно в YouTube вы можете зайти. Сколько угодно вам этих российских пропагандистов показывают. Которые не то, что сюда приезжают, понимаете, сюда, в Европу, а находятся там. Вещают, показывают их. Невероятно просто. Невероятно. Невероятно. Позорище, точнее, самое настоящее. Странно это все, да, получается? Так, у меня много знакомых за это время, если надо, то быстро попадаю куда. Может, Бонни Клаб откроем? Можно, можно, да, почему нет? Очень интересно вас всегда послушать. У вас независимо гибкий ум. Чеченцы, как и украинцы, всегда были свободными народами. Вадим, я знаешь, к чему пришел? А, Украинцы очень древний народ. Да? И вот изучая расселение людей по Евразии, да, по этому нашему континенту, а, история Украины, именно вот этой свободной Украины, она имеет такие же древние корни или почти такие же древние, как древний Вавилон, или даже не древний, новый Вавилон, или древний Вавилон. И у нас много общего, я хочу сказать, в этом смысле. Мы имеем очень глубокую, тысячелетнюю историю. Да, русские пытаются высмеивать ее, там мы это неоднократно слышали. И даже до начала Киевской Руси история имеется в виду. Это имеется в виду бронзовый век, еще может быть и раньше. Поэтому, да, у нас очень много схожего. И поэтому я говорю, люди не должны делиться по национальностям и по вероисповеданиям. Мы должны делиться на свободных и несвободных, на рабов и свободных. Вот как мы должны делиться. За комплимент спасибо. Репортаж с казино из Монте-Карло Вести. Да-да, Самик, совершенно верно. Алейк салам, Осман, Машволь. Совершенно верно. Так. Тоже море копал. Да, лично причем, лично. Найс. Если я тебе не ответил, это не значит, что ты написал. Это может быть значит, что ты ничто просто, и я тебе не уделяю внимания, понимаешь? Подумай об этом. Подумай хорошенько.
Да, украинца уже не победить. Вот я смотрю постоянно ролики про дроны, которые украинцы производят, да, а уже же дронами можно фактически, а украинцы, они пионеры в этом деле, им равных, по крайней мере, на сегодня нет в этой области. И, ну, кто их может? Даже вот, смотрите, не дают им, да, финансируют, слава богу, зарплаты, пенсии и все остальное, помогают, но какого-то сверхмощного там оружия, танки, самолеты, там 2-3 танка тогда дали, все на этом как бы остановили все дело. Поэтому чисто дронами украинцы выкарабкиваются из этой ситуации, и им никто не нужен, они сами могут эти дроны производить, сами все делать могут, да, там оптоволокно, кое-что нужно, я думаю, украинцы быстро все это решат, решили, решают и решат, даже если весь мир от них отвернется. То есть Украина уже абсолютно самодостаточная, независимая, даже в войне находясь, она намного свободнее многих стран на этой земле. Это о многом говорит, очень о многом. И это очень не нравится России. И бы хотелось, чтобы Украину оставили в покое, и она вот начала бы душить, додушивать, да, пытается. Но ничего не получается. Вы, даже вы, наверное, видели эти ролики. Нефтяной дождь выпал в Туапсе после атак дронов по НПЗ. Местные жители рассказывают, что маслянистая пленка крупной черной пыли, которые покрыли район возле завода, это повторная атака ВСУ. Роспотребнадзор советует жителям не выходить из дома, не открывать окна, промывать глаза, нос и горло, а также пить больше воды, а на улице использовать маски. Ну, там весь город, такое впечатление, что все просто горит. Я помню 95-й год, январь месяц, 1995 год, и у нас вокруг Грозного горели все нефтехранилища, там разные нефтезаводы и все остальное. И шел снег, а пить очень сильно хотелось, очень сильно. И он черный был, этот снег. И ты думаешь, ну вот лежит черный снег, да, его чуть-чуть разгрести, и можно белый снег найти. Разгребаешь, там дальше черный, дальше черный. И фактически не было возможности попить воды. А так движуха все по плану идет. Ужас просто. Это уже вторая атака за последние 4 дня. И здесь у них вот все черным-черно. Ну, ради этой нефти столько людей убили они в том же Краснодарском крае и на Кавказе в целом. Поэтому я надеюсь, поперек горла станет это тому, кто это ради этой нефти 3 часа дня было темно, как ночью. Да, Лола, это ты имеешь в виду про Грозный или про Туапсе сейчас рассказываешь? Тут Туапсе такая же картина, я сейчас смотрю. А в Грозном, да, в Грозном тогда было это первая русско-чеченская, и там, да, ты не мог понять. Это как в Питере белые ночи. Только здесь черные дни. В Питере летом белые ночи бывают, и ты иногда, когда на экзаменах, на сессии, когда летом находишься там, ты не можешь понять, сколько времени сейчас. 12 часов это ночь или день. Вот так, в 2 часа, в 3 часа, там бывает чуть-чуть стемнеет, как вечереет, а потом раз и сразу светло опять. Грозный, конечно. Да, Грозный я помню, хорошо помню эти дни. Было время.
Так. Там недалеко от Топса был лагерь, где студенты ГНИ отдыхали. Ты в Ленинграде на экзамен не мог попасть, так как Медведев мосты разводил. Да. Я вообще учиться поехал из-за этих разводных мостов именно в Санкт-Петербург. У меня друг сказал, что там мосты. Я вообще хотел стать экономистом, так как я математик с детства. И мне это было интересно уже, когда подрос. Война у нас началась. И думал, выберу-ка я уже экономист. Выбор был юридический или экономический. Когда стоял перед выбором вуза. И мне друг сказал, у меня математика плохо. Ну, я думаю, ну ладно, тогда буду следователем, если не экономистом. Давай юридически. Я говорю, ну только в Москву мы едем. Он говорит, не, Москва, говорит, это вообще не то. А в Санкт-Петербурге мосты разводные. Я говорю, ну и что мосты разводные? Ты не понимаешь, говорит, там на мотоцикле, когда они разводятся, перепрыгивают через этот мотоцикл. Ну, я думаю, если кто-то прыгает, то я тоже прыгну. Надо ехать. И вот так я оказался в Санкт-Петербурге. Мосты там, конечно, разводят, но только никого я не видел, чтобы там прыгали. Потому что, видимо, там кто-то прыгнул один раз, и после этого мосты, перед тем, как их разводят, сразу переграждают, даже вплоть даже ментовскую машину ставят и так далее. Поэтому ты же следователем хотел стать. Да, я с самого детства мечтал стать следователем. Да, всегда была такая тяга к этому. Но когда стал выбор, какой вуз выбирать, это был 95-й год, юридически мне не тянуло. Тогда война была, все было в разрухе, там ни до следователя, ничего, нужно было вытаскивать. И вот у меня семью из кризиса экономического, так сказать. Ну и как бы тяга потянул и шла больше идти к математике. Но он сказал, нет, ему математика не устраивает. Ну ладно тогда, буду тогда следователем, раз уже. Он говорит, не, в Москву не поедем, говорит, давай в Санкт-Петербург. Ну ладно, и вот так вот я пошел за ним дело. Асан, не кажется ли тебе, что мир готовится к большой войне? Невозможно построить новый мировой порядок, не разрушив старый. Да, абсолютно верно, Усман, абсолютно точно. Давно об этом они говорят, давно они к этому идут. Производится оружие в огромном количестве. Да, я думаю, будет война. Большой войне идет, большая война. Знаете, как обычно бывает. Например, готовятся к большой войне, все они там вместе собираются, готовятся, а потом возникает какое-то такое непредвиденное обстоятельство, и потом переключают фокус внимания с этой цели на другую, как это было в Сирии, например. И я думаю, что война в Иране, она была сделана не для того, чтобы победить Иран. Его, в принципе, без наземной операции победить очень сложно. Но эту войну начинали для того, чтобы устроить хаос, чтобы был бардак в мире. И потом уже переключить на нужные цели. Да, затягивается. У тебя вот Трампа сейчас в Америке сами же политики американские обвиняют в том, что ввел войну без цели, без плана, не знает, как из нее выйти и так далее. Выходить из нее не нужно было. Нужно было войти, чтобы Европа тоже присоединилась, то есть НАТО, и потом уже начать устраивать здесь теракты. Ну и любимая тема ФСБ, исламский, мусульманский терроризм, там все такое и так далее. Вот такие вот были планы. Но сейчас, в принципе, оно это еще все в силе, пока еще до конца все не вымерло. Но такая вот
была ситуация. Поэтому я думаю, нас ждет большая война. И кто это будет? Сейчас хотели из нас, из всех сделать там, мусульман, христиан стравить. Не знаю, кто будет следующий. Россия говорит, что они следующие. Но если исходить из того, как Путина все холят и лелеют, пытаются... Ну, не все, конечно, слава богу, на Западе и в Америке очень много людей очень отрицательно относятся к Путину, к России. Но вот Трамп и Нетаньяху почему-то так не думают. У них свои какие-то цели, да? Посмотрим. Спасибо, Баркалола, спасибо. Савелий, спасибо большое. Так, твои коллеги, депутаты, которые занимались той же деятельностью, что и ты, размахивали тем же флагом, строили ту же риторику, и в итоге недавно побежали к Кадырову на поклон. Мои коллеги, депутаты, ну, во-первых, я не депутат, я правозащитник, во-первых. Во-вторых, я не знаю, которые занимались той же деятельностью, что и ты, размахивали теми же флагами, строили ту же риторику и в итоге недавно побежали к Кадырову на поклон. Это вчера, который Мерседес БМВ, я тебя уже забанил, ты снова зашел, да? Не понимаю, конечно, о чем ты говоришь, что ты имеешь в виду, да? Причем здесь я. Ассаламу алейкум из Баку, Аслан. Смотрю, у вас лет 15 со времен рулетки. Вы не планируете возвращаться? Алейкум салам, святой. Ну, я уже 7 лет веду канал. Я полагаю, вы за мной наблюдали давным-давно, да, еще до того, как я начал вести рулетку и так далее. Ну, я бы с удовольствием пошел бы в рулетку, там очень интересно общаться, но столько мата-перемата, а моим людям не покажешь столько много мата, они по-другому там общаться не умеют. И это каждый раз надо вырезать, каждый раз много времени это занимает. Поэтому пока не планирую. А так, еще, кстати, они очень много жалуются на меня. У них, видимо, обязательное условие завалить мой канал им нужно. И они постоянно жалуются. Но тема интересная. Спасибо, Светолог. Да, мне тоже интересно. Я всю свою жизнь с ними спорю. Живя в России, все время приходилось отстаивать свою позицию. Ламборз канал, да. Ламборз, а зачем мне делать партию, если у нас есть официальная легитимная власть в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия? А я дадигу, Алла Дудаева. Если я захочу быть в политике, я поддержу их, и все. Алейкум салам, Питер Вольф. Ой, вон, шунах, вы откуда? Вы столько вас не было, Питер Вольф. Хава Машаня, тебя уже сколько лет, сколько зим не было. Как минимум лет 15 вместе с суетологом, как ты пропал, суетолога тоже давно не было, появился вот тоже. Маш Дойшо. Это очень хорошо, друзья. Очень важно, чтобы мы здесь активно общались и так далее. Да. Маш Вольф, короче говоря. Питер Вольф. Так что, Усман, будет новый мировой порядок, они к нему готовятся, и мировой порядок должен был быть построен, да, когда мы подойдем к этому новому строению, новому построению, то к тому времени, да, может быть, миллионы людей погибнет. И мы идем вот семимильными шагами. Вот с Ираном тормознулось это все. Я полагаю, может быть, следующая будет Россия. Боюсь сглазить, конечно. Но я полагаю, что следующее было бы правильно, если бы это была бы Россия. Сейчас, если вопрос с Ираном будет закрыт, без провокаций, там, без исламо-христианской войны, да, или христиано-исламской войны, мусульмано-христианской войны, в которую нас искусственно хотят втянуть,
ввергнуть, да, и, может быть, нам удастся избежать этой войны. Ну и потом очередь придет за фашистской Россией. Но чтобы этого не случилось, фашистская Россия будет делать все возможное, чтобы война в Иране продлилась как можно дольше. И в этом интересно, Нетаньяху и Путина снова совпадают. Снова совпадают. И вот то, что построено в Израиле мечеть имени Кадырова, то есть агента ФСБ, и не мечеть, это отдел ФСБ, тоже о многом говорит. Я потом, анализируя все это, вспоминаешь, думаешь, зачем строить отдел ФСБ в Израиле имени Кадырова? Вот зачем? В арабском мире, в Саудовской Аравии, там он хранитель Корана, сунный, весь такой великий, там его раскручивают арабы. При Натаньяху Израиле строится вот эта мечеть имени Кадырова. Зачем это делается? Зачем? И это много ты начинаешь размышлять на эту тему. И не очень приятные мысли возникают по этому поводу. У нас на Кавказе, например, я полагаю, что тоже будет война, готовят нас к войне. Армения, Азербайджан будет между собой воевать. Чеченцев пытаются натравить на азербайджанцев. Первый факт. Самолет сбитый, Боинг в прошлом году. Ну, знаете, такая постоянно тлеющая война. Израиль зачистил территорию, там уже не получится. Хотя сейчас евреев тоже пытаются крайними сделать. Во всех бедах евреев хотят обвинить, как обычно. Хотя, ну, такие вещи интересные, что все сделали евреи. Там чуть ли 11 сентября евреи сделали, тоже нам рассказывают. Хорошо, допустим, нам Такер Карсон нам рассказывает про то, что там где-то какие-то евреи были, группа евреев была задержана, когда вот эти самолеты попадали. Ну хорошо, там, может быть, где-то были евреи, где-то оказались какие-нибудь моссадовцы еще или просто туристы. Ну а где были тогда все американские генералы тогда? Где офицеры, ЦРУ, военные? Ну ладно, что 10 миллионов евреев управляет 350 миллионов американцев, что ли? Это что это такое за оскорбление всей Америки, всего генералитета американского? Поэтому тоже очень, когда поголовно начинают все валить, все валить на евреев, да, это очень странно все кажется. И сейчас война плавно перемещается, посмотрим, что с Израилем получится. Потому что тоже очень накручивается непонятная истерия. Вот сейчас в Ливане какой-то солдат взял, разбил статую Иисуса. О, там поднялся такой вой на весь мир, там туда-сюда. Я не знаю, зачем этот идиот фотографировал это, и вообще зачем этот идиот бил по ней, да, по этой статуе. Ну, из этого сделали столько убитых людей. Война идет. С обеих сторон убитые люди. Об этом не говорят. Говорят про какую-то статую. Да, конечно, это нельзя делать, это все, это преступление и так далее. Но такой хай подняли. И явно искусственно поднят хай. И поэтому это тоже очень такие плохие симптомы для евреев. И в Армении и Азербайджане тоже сейчас нагнетается ситуация, тоже накручивается. Сбивается азербайджанский самолет. Для чего русские это делают? Чтобы стравить чеченцев и азербайджанцев. Окей, ладно, не получилось, но мы выводы сделали, мы это должны запомнить. Слава Богу, что не получилось до конца, хотя погибло там 38 человек. План у них, то есть, не удался. Трагедия случилась, но план сорвался, потому что поняли, что стреляли не чеченцы. Потом происходит следующая ситуация. Против армян начинают настраивать чеченцев. Армяне должны представить чеченцев какими-то дикарями. Хотя многие армяне прекрасно знают, молодежь, может, не знает, но взрослые прекрасно знают, кто такие чеченцы. И вывозят девушку в Армению, российские правозащитники, так называемые правозащитнички.
и потом ее убивают. И все, убийство чести, какие-то дикие чечены там и так далее, и так далее. То есть, чтобы армяне не потянулись, не дай бог, к чеченцам, не дай бог, там какой-то союз может возникнуть, да, между армянами и чеченцами, сразу начинается вот эта провокация. И она продолжается до сих пор. И в том числе BBC на русском языке участвует в этом. Странно. Ты вот смотришь, никогда в жизни левую информацию, которая им не устроит, они не пропустят. А вот такие вот вещи долгосрочные, они присутствуют. И сейчас нагнетается обстановка, что вот война будет там и так далее. Я думаю, знаете, она будет потихоньку, долго раскачиваться. Знаете, как это было в Палестине? Вот приблизительно так это будет. Раскачивать, постоянно убийство. Это я до конца сейчас не могу понять, для чего это делается. Ведь лучше жить в мире. Ну, России точно это не нужно. Не знаю, короче говоря. Бандеровка, и я вам дякую за то, что вы с нами. Савелий, и я и вам дякую. Тода раба, Савелий, и за подарки, и за то, что вы с нами. Трамп вывел США из МУС. МУС обвиняет его в преступлении. Ну, МУС, давно США покинули МУС. Они уже не поддерживают. Это еще, по-моему, после Афганистана у них это все было. Там тоже много чего было. Видимо, Нетаньяху уходит в эту новую мечеть от ФСБ. Ну, я думаю, Нетаньяху в мечеть, наверное, не ходит, но зачем это делается? Зачем? Зачем ставить печать на том, что чеченцы боролись за справедливость? То есть на земле Израиля строится мечеть, которая восхваляет, это как бы это священная земля, там все такое, восхваляет предательство, измену. Ну как это так? Так нечестно. Так, валейкум. Все отлично, Питер Вор. Все хорошо. Только никто не завидует. Так, или там Масад заправляет. Может быть, Асамбек. Как получить, что Нетаньяху вместе с Трампом начал конфликт в Иране, в итоге Нетаньяху остался в стороне, как будто ни при чем? Ну, я думаю, во-первых, войну все-таки, знаете, мне кажется, вот эта роль Нетаньяху, она слишком преувеличена в этой области. Да, влияние еврейское, все это есть и так далее. Но давайте скажем так, что у евреев в Америке есть большие союзники в лице евангелистов. Они американцы, этнические, англосаксы, все такое и так далее. Поэтому знаете, мне когда Нетаньяху говорят, мне всегда вспоминается Кадыров, как будто Кадыров там все в России решает, и причем не один Кадыров, а все чеченцы там все решают. А я знаю, какое положение дел у чеченцев в России. И когда такие вещи говорят, кажется, подозрительно. Да, конечно, у Нетаньяху больше полномочий, и власти, и сил, чем у Кадырова. Но вот какая-то такая роль отведена определенная. И загнали евреев в такое гетто, или ты должен драться, или гореть в печах. Да, выбор не особо великий, не особо большой получается. Либо ты сражаешься за свою жизнь, за свою свободу, за свое государство, либо у тебя вчерашний пример, тебя сжгли, душили в газовых камерах и жгли в печах. И вокруг еще все сидят такие бородатые, такие злые, с мачетами и так далее. Ну а что тогда делать? Когда все женщины, мужчины, все в армии, все воюют.
и так далее, довели народ, нацию до состояния, что они во всех видят врагов, и они понимают, что только сами себя они могут защитить при помощи оружия. Зачем Америка дает оружие, если Нетаньяху все рулит? Зачем Америка поставляет там оружие, бомбы и так далее? Мне кажется, Мерц сказал правильно. Грязную работу выполняет Израиль. Нетаньяху, скажем так. И я не думаю, что Нетаньяху какой-то супер всемогущий, как его пытаются представить. Там Трамп ему стул подвинул. Элементарная вежливость. К тебе гость приехал, садится, что-то подписывает. Из этого дела. Может, и специально это делается, чтобы показать, что Трамп является марионеткой Нетаньяху. Да, влияние есть, израильское лобби мощное, это тоже не отрицается, но не все же, не все же контролируется евреями. Да? Но когда будет расплата за это, когда будет обвинение в чем-то, то не американцы виноваты. Понимаете? Американцы не виноваты. Американцы, наоборот, они за добро, за процветание и так далее. А виноваты евреи. Вот как это будет в итоге. И именно поэтому мы, чеченцы, а нам такую же роль подготовили и в отношении Украины, если вы помните, мы все в один голос кричали: нет, мы не имеем никакого отношения к кадыровцам. Мы чеченцы, мы не имеем отношения. У евреев немножко другая ситуация, но тоже находятся в зависимом положении. Что им делать? Иметь свое государство, ну, значит, надо драться за него. Отказаться от него, ну, потенциально через поколение своих детей, внуков подготовить снова для газовых камер. Да, много же есть антисемита на земле. Короче, вот такая вот не очень, на самом деле, хорошее положение у евреев, если так судить. Оно лучше, чем у чеченцев, конечно, если так судить. Но оно я бы не сказал, что оно идеальное. Как нам пытаются представить, что они там все контролируют и так далее. И вот там будут говорить, что Нетаньяху, нет, Нетаньяху не в стороне будет. Трамп просто как бы должен остановить войну, потому что американцам она невыгодна была. И все, Трамп и Нетаньяху уж подчинился, и в Ливане остановил боевые действия, и Иран бомбить перестал. А что он сделает? Ведь США имеют большие возможности, правильно, и профинансировать, и вооружить. Валейк салам, гражданин Ичкерия, Машфой. Мус обвиняет его в преступлениях. Трампа обвиняет. Нетаньяху вроде бы обвиняли. Да, Мус уже потерял полностью авторитет, да? Мус уже давно потерял авторитет. Так, друзья, мы уже 1,5 часа в эфире. Я думаю, я на этом свой сегодняшний стрим закончу. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. И, как обычно, все будет Ичкерия. Нетаньяху обвинит. Да, Нетаньяху самих обвинит. Дели Саламаш, Доэль Масумаш, Дели Саламаш, Хуна, гражданин Ичкерия. На этом стрим заканчивается, друзья. Завтра у нас годовщина гибели Джохара Дудаева. 26-й год у нас, да, получается 30 лет со дня гибели Джохара Дудаева. 21 апреля вероломно был убит Джохар. И завтра, скорее всего, в прямом эфире вы увидите нашу пресс-конференцию совместную по этому поводу. Должны быть разные люди, ну, нашего президиума. Я постараюсь это все транслировать для вас. Савелий, всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Оэль, слава Украине, все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Оэль, до свидания, друзья.